По сообщениям радио «Свободная Азия», в Восточном Туркестане задержан еще один бизнесмен. Али Абдулла, известный как король мраморного бизнеса и риэлторских услуг, занимавшийся благотворительностью в городе Хотан на протяжении многих лет, был отправлен в лагерь перевоспитания в 2016 году, после чего приговорен к пожизненному заключению. Официальные власти обвиняют мецената в незаконной добыче подземных ресурсов. Группа активистов, собравшаяся перед консульством Китая в Азербайджане, провела протест против бесчеловечной политики коммунистической партии. Участники акции заявили, что их целью является осуждение систематического геноцида и репрессий. Организаторы протеста усыпали ворота консульства гвоздиками в память уйгуров и других тюрков, ставших жертвами ассимиляции, репрессий и геноцида. В свою очередь, Университет социальных наук Северного Кипра провел благотворительную ярмарку в честь Восточного Туркестана. Демонстрации, не прекращающиеся в Гонконге на протяжении последних 6 месяцев, продолжились и на Рождество. В канун Рождества между участниками акции и силами безопасности произошли столкновения. Для разгона демонстрантов полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Вчера в одном из торговых центров Гонконга полиция разогнала группу демонстрантов при помощи дубинок. Акции протеста, начавшиеся с недовольства законопроектом об экстрадиции, перешли в движение против политики Китая и автономного статуса Гонконга. Биньямин Нетаньяху сообщил, что Владимир Путин сказал ему, что если бы он не был премьер-министром Израиля, то между Израилем и Россией могла бы произойти война. Перед выборами главы партии Ликуд Нетаньяху принял участие в прямом эфире израильского радио. Освещая двусторонние отношения с Россией, Нетаньяху процитировал слова Путина, который сказал, что если бы не их дружба, то между Москвой и Тель-Авивом мог бы произойти военный конфликт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил протокол о возврате площади величиной в 116 километров, расположенной на территории арендованного Россией космодрома Байконур. В официальном заявлении аппарата президента Казахстана указывается, что Токаев подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в договор об аренде объектов космической базы Байконур, подписанный Казахстаном и Россией 10 декабря 1994 года.